Громкая музыка и танцы. Нет, это не дискотека в ночном клубе. Это спортивное соревнование по акробатическому рок-н-роллу, которое состоялось в столице республики Марий-Эл. Самые сильные танцоры из 6 регионов страны собрались в Йошкар-Оле, чтобы показать высший пилотаж и поразить судей. С рок-н-ролльщиками пообщался Павел Королев. Акробатический рок-н-ролл больше, чем спорт. Это жизнь. Так говорят спортсмены и тренеры, которые приняли участие в чемпионате и первенстве республики по этому виду спорта. Танцы, громкая музыка, хорошее настроение и аплодисменты зрителей. К этому событию многие готовились не один месяц. Для нас рок-н-ролл – это жизнь. Для детей это зажигательный танец, интересные тренировки по акробатике, общей физической подготовке, различные показательные выступления. Ну, а для родителей, наверное, это хороший способ занять детей в свободное время, вытащить их из телефонов, планшетов и компьютеров. Акробатический рок-н-ролл заслуживает особого внимания. Как и во многих других видах спорта, большую роль здесь играет не только целеустремленность и желание, но и количество тренировок. Чтобы хорошее место занять, необходимо хорошо знать танец, не ошибаться при этом, танцевать четко, иметь хорошую технику ног, то есть чтобы ноги бросались очень четко, резко, и при этом выполнять трюки тоже хорошо и правильно, без ошибок, чтобы все было плавно, красиво и четко. Рок-н-ролл – жанр популярной музыки, который стал распространяться в конце 50-х. Он популярен до сих пор. А заниматься акробатическим рок-н-роллом можно даже самым юным спортсменам. Дети еще с маленького возраста начинают формировать координацию, движение, если дети пришли не из других танцев. Дети сразу же понимают, слушаются. Воспитание строгое, сразу же как к спортсмену, не как к танцору. И требования абсолютно другие. На чемпионате спортсмены и клубы показали себя в более чем 20 дисциплинах. Лучшие рок-н-ролльщики были награждены медалями и ценными призами. Павел Королев, телеканал Юрган.